им огромный вот этот труд, чтобы тащить носилки одни, потому что муж говорит, руки вообще оттянулись. Галина Харичкова – одна из тех, чей муж в 2022 году отправился в зону спецоперации. Как она сказала, он спасает жизни, вытаскивая раненых бойцов и перенося их в безопасное место. Чаще всего в своей работе они используют носилки, и для облегчения ноши Галина подготовила к отправке моноколеса. Полгода как он в эвакуационной группе находится, и он сказал, очень тяжело эти носилки таскать руками. Но когда вот это придумал мастер, который изготовляет, и мы, обратились к нему непосредственно, и уже через фонд вышли на него. И вот нам помощь выделили. Они продукты туда заносят на передовую, оттуда забирают раненых. Ну и вот это очень жизненно важно. Сын Александры Тарабутиной тоже является участником спецоперации. Она знает, что на боевых полях моноколеса упрощают перевозку раненых бойцов. Поэтому родственники участников вышли через фонд на местного мастера по изготовлению моноколес. Эти моноколеса делают здесь, в Якутске. И их делают по России очень мало где делают. У нас, оказывается, здесь в Якутске делают. Мы этого не знали. Узнали вот только что. Это делает Дмитрий. Он делает сам, он сам все это сделал. Всего к отправке на фуре подготовили более 10 тонн груза и 7 единиц техники. Это 2 автомобиля высокой проходимости и грузоподъемности, 3 мотоцикла и 2 квадроцикла. Всего с начала года в зону СВО было отправлено 87 единиц техники и более 90 тонн грузов. Надо сказать, что все транспортные организации нам помогают при погрузке этой техники тяжеловесной. Также группа Народного фронта и общественные организации. Крупные волонтерские наши движения – это «Якутия с тобой», это «Боевые шелкопряды», добровольцы Якутии, внуки победителей. Ну и в целом надо сказать, что все хозяйствующие субъекты относятся с пониманием. Также хочу отметить, что паромы Якутии сегодня, скажем так, на низком старте, и безвозмездно эта техника будет переправляться на правый берег реки Лена. Машина пройдет с остановками в городах Алдан и Нерюнгри, где примет дополнительный груз адресных посылок и уже через 2 недели прибудет в пункты приема. Тимур Калмогоров, Илья Сыромятников, Якутск.